1992 году Казань. Красивейший город, утопающий в цветах. Город, который называют латинским кварталом Москвы. И действительно, это студенческий университетский город. И к тому времени, когда туда приехала Оксана Герасимовна, там уже построили замечательный концертный органный зал, старейшая консерватория, прекрасная опера, своя филармония и замечательные педагоги. Нужно сказать, что вообще в Казани в то время работал мэтр современной музыки Альберт Сергеевич Лемон, у которого училась Софья Губайдуллина. Софья Губайдуллина сегодня просто бог на Западе, ее считают последним великим композитором XX века. Она закончила Казанскую консерваторию, и периодически, пока училась Оксана Герасимовна, она приезжала в родной город, привозила свои сочинения. Достаточно вспомнить, что тогда она исполнила свое эпическое произведение «Аллилуйя» вместе с симфоническим оркестром, хором, органом. Была даже линия, такая партия светомузыки, как у Александра Скрябина. Так что это было, конечно, грандиозное событие. Приезжал туда и Андрей Эшпай с премьерой своих произведений. Борис Тищенко исполнил тогда третью симфонию. То есть это были такие крутые авангардные силы академической музыки. Но по классу композиции Оксана Герасимовна училась у Александра Миргородского, а затем у Бориса Николаевича Трубина, который, кстати, ей посоветовал вот и соединить современное звучание и средства современной музыки с хакасским фольклором. Дело в том, что в Казани сильнейшая фольклорная школа, имеющая свои традиции. А татарский и хакасский фольклор, они идентичны. Это одна тюркская группа. Так что все, что там впитала, как музыкант и композитор Оксана Герасимовна, очень и очень ей пригодилось. Но и еще тогда впервые прошел конкурс, фестиваль современного искусства Европа-Азия, где бывали, как говорится, учащиеся композиторы разных стран. Так что это тоже в немалой степени позволило ей вот впитать вот этот дух современной музыки. Она стала, кстати, лауреатом этого фестиваля и представила на этот фестиваль свою фортепианную сонату. Долго можно рассказывать об этих годах учебы, но была дана ей самая настоящая и прочная, и сильная путевка в жизни. А в 1997 году она вернулась. А дальше в ее жизни случилась беда. Не стало брата. Вот сейчас бы мне самой не расплакаться. Спустя какое-то время не стало мамы. Ей было всего 56 лет. И Оксана вместе со своей сестрой остались одни, 26 лет, 2 тростинки на ветру. И без всякой помощи, вот все, что мы сейчас видим, это ее самостоятельный путь в жизни. Это удивительно просто. Какое мужество, какое трудолюбие, какая стойкость у этой хрупкой, красивой женщины. И старшая сестра ее, Юлианта, тоже стала замечательным врачом. Но сердце, которое рано узнало страдания и горе, оно истончено, оно требует отдушины. Вот почему, начиная с этого времени, в ее музыке начинают появляться темы вечности, быстротечности человеческой жизни. И музыка для нее стала спасением. И она стала особо восприимчива к слову, милосердному слову. Нужно сказать, что вообще в хакасских традициях принято благословлять все, что помогает человеку жить. Огонь, потому что он согревает, очаг, потому что он сберегает, землю, потому что она плодоносит, родители, потому что они дают жизнь, детей, потому что есть смысл нашей жизни. Все благословляется. И человека благословляет, потому что слова не просто слова, это магические мантры. Вот эту мощную силу хакасского языка и хакасских обычаев понимал великий ученый Николай Федорович Катанов, который ездил по городам и весям, собирал эти жемчужины устного народного творчества и сохранил их в своих изданиях. Она взяла эти магические слова, воплотила их в музыке, и сегодня она вас, эта замечательно талантливая женщина, благословляет. Итак, мы слушаем благословение из собраний Николая Федоровича Катанова. Мы услышим 3 благословения.
И я представляю на сцене Республиканской филармонии симфонический оркестр маэстро, заслуженного деятеля искусств Хакасии Вячеслава Ингижекова, солистка, заслуженная артистка России и Республики Хакасии Зинаида Аршанова.